Высокие гости посетили во время пребывания в Усть-Цельме и местный музей имени Андрея Журавского. Пройти мимо него просто так невозможно. Столько здесь собрано экспонатов, предметов быта, орудий труда, старинных икон и рукописных книг. Многие из нас знают, что эту территорию заселяли русские староверы. Однако освоение края началось гораздо раньше. А 120 лет назад, на Петров день, когда радуга горочных хороводов растянулась на все село, в Усть-Цельму приехал студент Петербургского университета, будущий исследователь европейского севера России. В этот момент Андрей Журавский раз и навсегда влюбился в Печорский край, отдав ему всю свою жизнь без остатка. Татьяна Супряткина о самоотверженном ученом и человеке, чье имя теперь носит местный музей. Память о Журавском трепетно хранят в Усть-Цельме. Здесь его могила, его дом, а Усть-Цельму всю боль утраты вложили в плач о добром молодце Андрее Танашем Владимировиче. Почему же этот человек и ученый заслужил такое уважение жителей старинного русского села? Прежде всего за дела его, за то, с каким упорством он изучал Печорский край, европейский север России. Причем изучал комплексно с разных сторон. Если на современную карту перенести, то получается это север Республики Коми, территория Усть-Цельмы, Усть-Цельмского района, Ижемского района, Усинск, Инта, Воркута, Большеземельская тундра. Вот эта часть, она была полностью исследована Андреем Владимировичем Журавским. Комплексные исследования, они производились совместно с его друзьями, потому что приезжал сюда он не один, со своими сокурсниками, Дмитрием Рудневым, Михаилом Шпарбергом, которые на протяжении его жизни практически все время сопровождали. Изучали геологию, изучали флору, фауну, изучали реки, записывали свои наблюдения, то, что находили они, какие-то интересные предметы, артефакты, гербарии, они все это отправляли в научные центры в Москву, в Санкт-Петербург для дополнительного изучения. 20 экспедиций, сотни публикаций. Андрей Журавский стремился доказать, что Печорский край вовсе не пустолежащая, не вечно мерзлая территория, как твердили ученые, а перспективный горно-промышленный регион России с разнообразием полезных ископаемых и огромные земельные ресурсы для развития сельского хозяйства. И то, что такой край пустует, утверждал Журавский, это преступление науки против русского народа. Сколько же врагов нажил ученый после своих статей, но продолжал свое дело. Открыл первое при Полярье научное учреждение, Печорскую естественно-историческую станцию. Позже ее переформатировали в опытную сельскохозяйственную. Проводились исследования по выводу каких-то культур, которые бы созревали в короткий срок в условиях севера, либо в тепличных условиях, либо под открытым грунтом. Занимались скороспелым семеноводством, изучали болезни растений. Вот как раз эти разработки, они были начаты Андреем Владимировичем Журавским. Впоследствии они и после гибели его продолжились. И опытная станция еще очень долго была известна на территории России как научное учреждение, которое, так скажем, продвигает сельское хозяйство в приполярной России. В 7 километрах от Усть-Цельма вырос целый поселок с опытными полями. Сейчас он носит имя Журавского. Именно отсюда на огороды местных жителей перешли редька, капуста, брюква, свекла, картофель. Двухэтажный дом Печорской станции, где жил и работал ученый, в 70-е годы прошлого века перенесли в центр села. Здесь располагается историко-мемориальный музей. Фасад, который раньше смотрел на реку, сейчас выходит на Народную поляну, где на Петров день развернутся горочные гуляния. Татьяна Супряткина, Елена Красильникова, Артем Соколов, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.